Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Якутск сегодня». За режиссерским пультом Николай Слепцов и Мария Сунхалырова. У микрофона ведущая Саргалана Антонова. В этом году в Якутии отмечают вековой юбилей экономической службы. Решением Пленума Совета народных комиссаров в 1923 году Якутской АССР была создана плановая комиссия, которая дала начало работе отрасли. В первый год своего создания она была малочисленная. В течение года сменилось 14 человек, в том числе 3 председателя. В то время молодой Якутской автономной Советской Социалистической Республике нужно было быстрыми темпами догонять другие регионы. Плановая комиссия должна была активно воздействовать на производство и денежное обращение. Ну что же, а сегодня Якутия, конечно, бесспорный лидер Дальнего Востока, один из быстро развивающихся регионов страны с высокой инвестиционной активностью, хорошим демографическим ростом, растущей креативной индустрией и IT-сферой. Работники экономической сферы Якутии вот уже целый век продолжают работу над серьезными отраслями и проектами. Как складывался путь в профессиональную сферу тех, кто отдал служению отрасли десятки лет? В чем заключаются особенности и необходимость профессии экономиста и общества? Об этом и не только сегодня мы будем говорить с гостями нашей студии. Итак, это люди, которые посвятили свой трудовой путь становлению экономической службы в нашей республике. Позвольте представить наших собеседников. Это ветеран Госплана Якутии Зинаида Степановна Федорова. Здравствуйте. Добрый день. Ветеран Госплана Госкомэкономики и Минэкономики Республики Марфа Васильевна Адарусова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ветеран Госплана и Госкомэкономики Республики Саха-Якутия Никита Сергеевич Шлифу. Здравствуйте. Здравствуйте. И ветеран Министерства экономики Якутии Татьяна Кимовна Корякина. Добрый день. Добрый день. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на нашем радио. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефонам 32 2066, 32 11 66. Мы работаем в прямом эфире. Ну что же, Зинаида Степановна, я хотела бы первый вопрос задать вам. Давайте сперва обратимся все-таки к истории. Да? Какие задачи ставила перед собой молодая республика? Да, представим, 100 лет тому назад, 23-й год, разрушенное народное хозяйство, да? Сначала Совнарком республики под председательством Аюнского наметил план восстановления народного хозяйства. Так, имейте в виду, что Госплан еще не был создан. Госплан создали 24 июля 23 года. Да? Идет гражданская война, пепеляевщина, повстанчество, да? И только назначили председателя Госплана. Как вы уже сказали, сменились 3 председателя Госплана за год. И настоящая работа началась только в 24 году. Важно было определить место республики в общей экономике страны, да? Восстанавливать вообще разрушенное народное хозяйство. Ну, как такового, наверное, народного хозяйства и не было тогда. Традиционные отрасли животноводства, оленеводства, растениеводства, да. И то вот было, конечно, чрезвычайно трудно первопроходцам нашим. Что легло в основу первого перспективного плана Якутской республики? Да, в 24-м первые 3 председателя сменились, и в 24-м году пригласили профессионального экономиста с образованием экономическим, прошедший школу Госплана Советского Союза, да, Колесова Георгия Георгиевича, и он как профессионал, значит, проанализировал деятельность Госплана за первый год, да, и наметил пути, что надо делать, да, и по его предложению, значит, правительством республики было обращение в Академию наук СССР о том, чтобы провести большую научно-исследовательскую экспедицию по изучению производительных сил, по этих природных ресурсов республики, да, и с учетом первых результатов работы этой экспедиции был
начата работа по первому перспективному плану развития народного хозяйства республики на ближайшие 10-15 лет. Ну, что надо было поставить задачу? В первую очередь, конечно, это как-то решить проблему транспортной изолированности республики. Тогда этот вопрос очень остро, да? Вот. Потом определить, что делать в этих пределах общей индустриализации страны. Конечно, это изучение природных ресурсов республики, да, и уже в 23 году начата разработка золотых месторождений в Алданском промышленном районе, да. Ну и, естественно, и сразу быстрыми темпами развивалась эта отрасль, да. Потом надо было увеличить количество трудовых ресурсов. Тогда же малонаселенная республика была. Привлекать таких профессионалов, чтобы образование у нас, тоже борьба с безграмотностью, да, строительство этих социальных объектов. Вот такие первые пути. И приняли решение, да, в первую очередь построить дорогу автодорожную, допустим, Невер-Якутск, да. Потом развить судоходство на реке Лени, поставить вопрос о строительстве железной дороги. Еще тогда, 100 лет тому назад, остро стоял этот вопрос. То есть глобальные задачи ставились еще тогда? Да. Угу. А вообще сколько всего было госпланов? В смысле председателей госплана? Нет, сколько всего... государственных планов? Было 12 пятилеток. Угу. Вот. Хорошо. А когда вы начали работу в сфере экономики, вообще помните вы свой первый рабочий день? Да, в Госплане я помню, у меня трудовая деятельность началась после окончания Томского инженерно-строительного института в 1969 году. А 12 марта 1972 года я пришла в Госплан, и меня провели к Афанасию Михайловичу Говорову, председателю Госплана, легендарная личность в республике, участник Великой Отечественной войны, да, вот. Ну, он меня принял, расспросил и направил меня работать в отдел капитального строительства. Начальником был старейшина Госплана Николай Григорьевич Чемякин. Ну, и тогда этот отдел, конечно, занимался инвестициями, говоря современным языком, а так планирование объектов капитального строительства по всей республике. Поэтому я вообще-то по первоначальному образованию инженер-строитель, в принципе, за годы работы в Госплане и дальнейшей работы я, скорее всего, управленец. Угу. Хорошо, вы назвали несколько фамилий, да, известных людей. А еще какие интересные личности встречались на вашем трудовом пути, о ком вы через года могли бы с теплотой вспомнить? Поскольку Госплан называли мозговым штабом республики, да, и нам приходилось встречаться, мы знали очень многих руководителей, председателей райисполкомов, первых секретарей районов, секретарей обкома партии, да, депутатов, Верховный Совет. Ну, нам повезло на руководителей, потому что Афанасий Михайлович Говоров, он проработал 20 с лишним лет в Госплане, из них 10 лет председателем Госплана. Потом осенью, после его ухода, приехал спецпресс Тамуй Дедрович Сивцев. Он проработал 24 года в Госплане, из них 16 лет председателем Госплана. Тоже легендарная личность, очень интеллектуально развитый. Он, допустим, мы же каждый год планировали, кроме того, что мы составляли 5-летние планы, мы составляли еще ежегодные планы развития народного хозяйства республики, да? И последнюю точку ставили переформирование плана будущего года на сессии Верховного Совета Республики, да? И доклад читал Тамуй Дедрович вообще без бумажки, вообще не смотрел. Такая у него была память была очень. Угу. За время работы в Госплане вы смогли стать заместителем председателя. Это, конечно, очень большой, ответственный пост. А вообще, что для вас означает быть руководителем? Это прежде всего ответственность. Угу. А в чем ваш личный секрет успеха? Как вы считаете? Я думаю, наверное, трудолюбие.
Хорошо. Марфа Васильевна, давайте теперь к вам перейдем, да? Каким был ваш путь в профессию? Я по образованию зоотехник. В 1968 году окончила сельхозфакультет ЯГУ по специальности зоотехния. Ну, несколько лет работала по специальности, потом по семейным обстоятельствам перевелась в Верхневилюйский улус с Усть-Алданского района. И там сначала работала в совхозе Едюгейский. Когда работала в совхозе Едюгейском, я все время хотела стать экономистом. Но экономического образования, конечно, не было. В то время в нашей республике вообще в сельхозинституте, в сельхозфакультете такого не было, чтобы получить профессию экономиста. И вне республики мне тоже я не смогла ехать по материальным соображениям, можно сказать. Так что хотела экономистом, и когда вот вакансия получилась в райсельхозтехнике, да, в районном объединении сельхозтехника того же района, я перевелась на работу экономиста реммастерских. Так что начала экономистом реммастерских. Проработала там 3 года, и опять-таки, когда получилась вот эта вакансия экономиста в родном совхозе Едюгейский, я перевелась туда. Сначала работала экономистом по труду, потом меня назначили главным экономистом и проработала там. Потом тоже по семейным обстоятельствам перевелись в Якутск. И в Якутске я обратилась вот в Госплан. Там курировал отдел сельского хозяйства зампредседателя тогдашний Андросов Захар Яковлевич. Захар Яковлевич, посмотрев, изучив мой листок по учету кадров, а там у меня была за плечами 17 лет производственного стажа, и они сразу назначили меня экономистом в отделе сельского хозяйства. То есть практически по профилю работы? Практически, почти так. Ну, так и получилось, что с тех пор я связала судьбу с работой экономиста. Вот а так. какие исторические события происходили вот в период вашей работы? Вообще, что это было за время? В период моей работы было много судьбоносных событий. Сначала было период моей работы, это 4 пятилетки, начиная с 70-го по 90-е годы, 4 пятилетки. Потом, когда вот 92-й год наступил, уже это распад Союза был. И расформировали Госплан другую организацию. Сначала образовались госкомитеты с разнообразным названием. Затем Министерство экономики превратилось. Министерство экономики образовалось в 1995 году после госкомитетов. Но когда соединили с Министерством финансов, вот Минфин экономика стала, но просуществовать год мы уже тоже расформировались. Сначала тоже в комитет по прогнозированию РСЯ, ну, потом вот в 1995 году уже в Министерство экономики. Ну, действительно, очень много исторических, судьбоносных тогда решений было принято, да? А какие задачи приходилось вам решать в те годы? Вот что являлось самым сложным в вашей работе? При Госплане мы занимались, вот как Зинаида Степановна сказала, текущими планами на пятилетку. И все время готовили аналитические материалы для этих, расчеты всякие формировали. И давали заключения по всяким вопросам
по вопросам, принимающимся правительством республики, Верховным Советом, областным комитетом партии. Вот такие, резюме дали по этим вопросам, принимающимся. Угу. Вообще, как повлияла профессия экономиста на становление вашей личности, формирование, может быть, характера, на карьерный ваш рост и так далее? Карьерного роста у меня не было. Я была всегда исполнителем. Исполнителем была и исполнителем осталась. Но я довольна этой работой. Всегда прогнозировали, планировали. Трудности, конечно, в сельском хозяйстве были, потому что наша отрасль очень зависела от природно-климатических условий. Это первое. Даже тогда шутили. В многострадальном сельском хозяйстве есть два спокойных человека. Один из них – Захар Яковлевич Андросов. Захар Яковлевич Андросов, конечно, был очень спокойный, тоже эрудированный, очень такой уравновешенный и очень так хорошо руководил курировал наш отдел. Начальником отделов я со многими работала, начальником отделов. Сперва я работала с Гаврилом Семеновичем Козловым. Он потомок покровских ямщиков. Когда мы разрабатывали эти всякие вопросы, готовили, таблицы сделали, все разрабатывали, он очень так грамотно писал. Поэтому про себя даже прозвали его Кабрулла 40 Вот так прозвали его. Работа приходилась и некоторыми другими начальниками, например, в Госкомитете при Роберте Андреевиче, с Вячеславом Иннокентьевичем Новгородовым. Потом долго работала с Родниной, примерно 12 лет. В эти годы приняты были, когда с Родниной работали, первая, вторая президентская программы по развитию агропромышленного комплекса. Когда вторая программа принята была, я даже на пенсию находилась. И они призвали и в рабочую группу, и я вместе с рабочей группой разработали эту программу, вторую президентскую программу. Ну что же, очень интересно и действительно очень важные документы в то время были разработаны. Но я знаю, что свою любовь к экономике вы привили и к своей дочери. Насколько я знаю, Анастасия трудится в Министерстве экономики тоже около 30 лет. Она пошла по вашим стопам, можно сказать, династии. Работать экономистом мне всегда нравилось. Не зря же я около 30 лет работала по этой профессии, да? И когда работала в совхозе, мы ежегодно разрабатывали финансово-экономический план. Однажды, когда я работала, моим наставником в то время была Николаева Мелания Тарасовна. Она впоследствии стала заслуженным экономистом Российской Федерации. Тогда с ней работала, да, такой случай был. Мы осенью примерно в течение 20 дней, находясь в моем доме, ночью, да, всегда работали. После работы приходили и работали. После ужина начали работать. И когда однажды приходила Настя и говорит: «Какая у вас интересная работа. Даже ночью не спите». Вот так она. То есть тогда уже и у нее и появился, наверное, интерес к экономике. Может быть. Ага. Ну что же, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня, как я уже говорила, у нас в студии находятся ветераны экономической службы Якутии. Оставайтесь с нами.
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сегодня наш разговор посвящен столетию экономической службы Якутии. Как мы знаем, экономика является важнейшей составляющей хозяйственной деятельности общества. И вековые страницы истории – это судьбы людей, которые посвятили свой трудовой путь экономической деятельности. Каждая история, конечно же, интересна, богата событиями и документальными фактами. Итак, сегодня мы говорим о профессии экономиста. Ветераны отрасли расскажут нам о том, что это за профессия и чем она их привлекла. И вообще, кто эти люди, которые получают удовольствие от анализа несметного количества данных. Об этом и многом другом сегодня мы говорим с гостями нашей студии. Я напомню, что это ветераны Зинаида Степановна Федорова, Марфа Васильевна Адарусова, Никита Сергеевич Лифу и Татьяна Кимовна Корякина. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит в прямом эфире на телевизионном канале НВК Саха и на нашем радио. Телефоны нашей студии 32 2066 32 11 66. И у нас телефонный звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вот вопрос. Почему же вам не нравилось работать в экономике и получали ли вы какие-то зарплаты в Министерстве экономического развития? То, что работать нужно всегда, или эту работу нужно любить? Еще не слышу. Угу. Так, услышали, да, вопрос? Да. Ага. Кто-нибудь готов ответить? Почему не нравилось, да? Работать или не нравится? Почему нравится? Почему нравится? Угу. Да. В Министерстве экономики, конечно, мы работали с большой душой, любовью, потому что экономика – это, можно сказать, наша жизнь. Да, и, значит, от того, какие мы принимали прогнозы, планы, от этого зависела и зависит жизнь населения нашей республики. Поэтому мы считаем, что нам посчастливилось работать в данном министерстве, и мы все свои возможности, способности все вложили, чтобы работать ответственно и хорошо на своей работе. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. И следующий вопрос я хотела бы задать Никите Сергеевичу. А вообще, когда и как пришло решение к вам стать экономистом? Я окончил Намскую среднюю школу, но еще во время учебы какой-то интерес был. Я даже родители мои выписывали, тогда назывался «Вестник МГУ», и там какие-то вопросы задавали, вот так вот заочно, в письменном виде, не как сейчас там по электронке и так далее. Я отвечал и так далее. Потом вот так вот окончил школу и поступил в Московский институт народного хозяйства и стал экономистом. А сложно вообще было освоить профессию? Все-таки вы учились не здесь, а в Москве, это вдали от дома и так далее. Нет, все равно... в отличие от нынешней молодежи, я вернулся на свою родину. И, в общем-то, мне повезло, что я сразу же попал в Госплан, будем говорить, да, и был назначен председателем райплана в Булунский район. Это сразу после школьной скамьи, представьте себе, да, это... Работа такая достаточно сложная. И, конечно, было сложно, потому что в Тикси, куда мне пришлось ехать, там было средоточие союзного производства, не производства, союзных предприятий. Это Северо-Восточное управление морского флота, этот самый морской порт, там Тикси-строй и так далее. А я только что со студенческой скамьи, будем так говорить, да? Я считаю, что мне повезло то, что все эти тогдашние руководители, экономисты с большим стажем, финансисты, бухгалтера очень с пониманием отнеслись. И в общем-то, учителя хорошие были. И в Госплане, Зинаида Степановна здесь находится, тоже мой учитель. Очень большую лепту, я думаю, что и для Зинаиды Степановны она, в общем-то, тоже... упомянула там Дедурыч Сивцев, Илья Алексеевич Большаков. У этих людей я учился и как-то так
получилось, что научился. Мгм. Ну, вспомним о том, что нынче у нас проходит год педагога и наставника. Как раз-таки сегодня мы вспоминаем о тех людях, которые помогли вам осваивать профессию. Да? Как мы говорили, что в эти дни отмечается столетие экономических служб Якутии. Режиссер говорит о том, что у нас вновь поступил телефонный звонок. Давайте его примем. Алло, добрый день. Алло, говорите, пожалуйста. Алло, Слушаем вас. здорово, Мгм. вопрос Катя Ермолай Скрябин. Мгм. Мен Низаван, экономика агентства Юрий Чередниченко, умение вести дом ден. Çocuk da başladı. Onun bolatu bu bir şu ekonomistleri bolamut bu Rusya kurduk ulu yeni köyün muhaları cehbeti bir de. Просто же организациядан иnan жендикте онан өлкәсиләр. Оны тохти ети я сахарин экономистлар. Кто у нас готов ответить на этот вопрос? Никита Сергеевич? Ну, надо сказать, что мы, конечно, каждый вот на своем месте, кто здесь сидит, кто, в общем-то, сейчас работает там, в Министерстве экономики, вот, в общем-то, прилагаем все усилия, чтобы вот наш дом, как было сказано, да, в общем-то, процветал. Вот. Но в то же время политика очень большое значение играет в этом роль. Вот. Поэтому вот нам приходится и приходилось, в общем-то, вот, подстраиваться, что-то, в общем-то, вот эти решения как-то на эти решения влиять. Ну вот, в общем-то, вот как получилось, так и получилось, как будем говорить. Угу. Ну вот, как я сказала, в эти дни мы отмечаем вековой юбилей экономических служб Якутии. А что лично для вас означает эта дата? Ну, эта дата означает то, что я в общей сложности 10 лет своей жизни отдал вот этой службе экономической. То есть там был райплан, как я сказал, 2 года, потом госплан 8 лет и госком экономики. Ну, как раз в этот период работы госплана проходили, вот в этот период моей работы проходили очень большие изменения, преобразования. Это даже при КПСС, при Советском Союзе. Вот, например, в 1987 году были приняты решения по экономической реформе. Это было принято пленумом ЦК партии, кстати говоря. И вот здесь вот как раз это началась коренная перестройка была, индикативное планирование, госзаказы ввели. И надо сказать, что в то время вот, доходная часть бюджета республики, да, она же была, в общем-то, мизерная. То есть там 3% поступало всего от республиканских предприятий, а все союзное, вот это все, что находилось у нас, добывающие там, предприятия и так далее, они, вот эти все доходы уходили в союзный бюджет. Вот. И здесь, конечно, вот в это время как раз, да, вот были подписаны договоры аренды вот, ресурсов республики. Вот. То, что, в общем-то, в конечном итоге дало вот то, что у нас на сегодня бюджет, так, в общем-то, основой бюджета является. Вот. И то, что, например, в те времена мне пришлось заниматься развитием производства товаров народного потребления. Это было новое. Вот. И даже вот у нас был 2 года, что ли, на ВДНХ был павильон, где была очень серьезная экспозиция Республики Саха-Якутия. Я туда ездил и, в общем-то, 2 года практически там провел. Вот. И очень большое значение придавалось этим направлениям. А это вот предвестник того, что вот сейчас вот наполняемость рынка и так далее, вот все то, что мы сейчас говорим, рыночная экономика. Вот в то время еще начиналось вот это вот все. Поэтому для меня этот 100-летний юбилей, это очень много значит, это часть моей жизни.
Мгм. А профессия экономиста универсальна, это вот, как мы говорим, и прогнозирование, и анализ, и прогноз, и мне кажется, что экономист может работать в любой отрасли. И, кстати, наверное, ваш профессиональный путь это доказывает, потому что я знаю, что затем вы работали, например, в фонде управления госимуществом, в Госкомцен, в управлении Федеральной налоговой службы. Это так? Да, это на самом деле так. Но вы еще забыли упомянуть то, что я между райпланом и госпланом я 4 года проработал первым секретарем райкома комсомола, потом был заведующим финансово-хозяйственным отделом обкома комсомола. Ну, в общем-то, и там пригодились вот эти вот опыт и знания. Ну, тогда еще опыта как такового не было, но когда я уже работал в Министерстве имущества, в фонде имущества, потом в Министерстве имущества министром я являлся несколько лет, вот, а потом и в Федеральной налоговой службе, конечно, это очень-очень помогло мне уже, вот когда уже в налоговой службе работал, я уже, наверное, многие считают меня наставником, там, учителем, может быть. Ну, это действительно здорово. Так, давайте теперь к Татьяне Кимовне перейдем, да? Когда вы пришли работать в Министерство экономики, это были 90-е годы, да? Да. Ага. Что это было за время для истории страны? Чем оно вам запомнилось? Я пришла работать в Министерство экономики 12 июля 1994 года. У меня было за плечами 4 года работы в Якутском республиканском статуправлении. Поэтому меня, значит, приняли без особого конкурса. Вот. И за эти 24 года, которые я проработала в Министерстве экономики, я прошла путь от главного специалиста до заместителя министра. Курировала социальную сферу. Конечно, 90-е годы это были очень непростые годы. Тогда заработную плату по полгода не выплачивали. Значит, реальный уровень заработной платы почти в 2 раза снизился. Треть населения у нас были за чертой бедности. И тогда нам приходилось принимать очень такие важные судьбоносные решения. Так, у меня первыми моими руководителями была Елена Георгиевна Федорова и Алексеева Зинаида Михайловна. Тогда минимальная заработная плата, мы мониторили ее каждый месяц. Она менялась. Если сейчас она как бы стабильна в год, то раньше она менялась почти каждый месяц. И тогда вот мы приняли, значит, механизм социального партнерства между правительством, профсоюзами и работодателями. Значит, тогда у нас были уже приняты социальные нормативы финансирования социальных отраслей, нормативы величины прожиточного минимума. И здесь большая заслуга республики, что мы добились именно увеличения повышенных для районов Крайнего Севера нормативов прожиточного минимума, которые, значит, учитывают белково-липидный тип питания на севере. Вот. И с учетом этого механизма у нас в то нелегкое время большее количество населения получали меры социальной поддержки. Мы считаем, что это вот позволило вот как бы сгладить вот эти все негативные периоды того времени. Также в тот период тоже был принят закон о потребительской корзине в республике, концепция повышения трудовой мотивации, занятости и снижения уровня бедности. Как я сказала, треть населения была за чертой бедности. Сейчас у нас мы достигли исторического минимума 15%. Сейчас поставлена задача этот показатель снизить еще в 2 раза. Поэтому работа продолжается, ведется и с нашими как бы современными поколениями экономистов. Ну, как мы все знаем, профессионалами не рождаются, профессионалами становятся. Вот как строилась ваша карьера в министерстве? Ну, мне очень посчастливилось, что были, как тут здесь сказали наши коллеги, были хорошие учителя. Значит, вот в те же 2000-е годы поставлена была задача еще тогда президентом Штыровым Вячеславом Анатольевичем отработать по северным пенсиям. И мы в составе рабочей группы, в которую входила советник президента Боровикова Валентина Ивановна, Анастасия Гавриловна Прокопьева, мы работали именно по этому вопросу. И в первом чтении тогда мы добились принятия закона о северных пенсиях. 29 субъектов, которые относятся к районам Крайнего Севера, поддержали наш законопроект. Но
Но пенсионный фонд, увидев, что это очень опасный закон для их бюджета, и только по нашей республике требовалось порядка 2 миллиардов рублей на его реализацию, а это 29 субъектов Севера. И, значит, мы тогда, значит, пошли другим путем. Мы, значит, разработали механизм другой дифференциации пенсии в зависимости от территории проживания. Тогда, значит, я училась как раз в Академии госслужбы и разработала, значит, вот этот механизм, программу доплаты до прожиточного минимума. И мы передали с Валентиной Ивановной и Анастасией Гавриловной этот документ Лилии Ивановне Чижик. Она была тогда зампредседателя Пенсионного фонда Российской Федерации. И буквально уже там были все обоснования, расчеты, значит, научно обоснованный подход. И уже в 2010 году у нас был принят федеральный закон о доплате к пенсии до величины прожиточного минимума. Значит, мы считаем, что это большая заслуга нашей республики, потому что сейчас пенсионеры, они как бы не получают пенсию ниже прожиточного минимума. Вот. Как вы считаете, какие-то вот особые качества нужны человеку, чтобы стать экономистом? Ну, особые качества, конечно, нужны. Это самое главное, это ответственность. Да? И можно сказать, что в любом деле у человека он как бы сам обязательно как бы должны быть наставники. И я считаю, что всего того, что я добилась в жизни, это мне помогли это воспитание в семье, мои родители. Значит, это Ким Александрович Корякин. Он был председателем 42 года Республиканского общества охотников и рыболовов. Он был кавалером Ордена Дружбы народов. Моя мама, которая более 40 лет была преподавателем системы высшего и среднего профессионального образования. Они вложили в меня все те, значит, ответственность, умение доводить дело до конца. Значит, в школе, конечно, я прошла в советское время и, значит, закалку и пионера, и комсомольца, да, то есть это вот все тоже вложило в меня меру ответственности за то, что как я дальше работала. Вот. И, значит, также я считаю, что сейчас современные экономисты должны иметь и научную, как говорится, составляющую, потому что я в 2022 году защитила кандидатскую диссертацию в своем родном институте народного хозяйства в Иркутске. Это сыграло очень большую роль. Да, это сыграло большую роль. Ну что же, я благодарю наших собеседников за очень интересный и душевный разговор. Дорогие друзья, это была программа «Якутск сегодня». Ее подготовила и провела редактор Саргалана Антонова. Всего вам самого доброго и до свидания. До следующих встреч.